Начался февраль, а значит самое время для покупки черемши. Найти ее можно в двух видах – очищенную или, как в народе называют, с сапожками. Однако в это время суток покупателей не особо много. Но это пока. Ближе к вечеру покупателей будет немало, а уже сейчас прилавки буквально ломятся от изобилия этого полезного растения. Цены здесь не сильно отличаются, но все зависит от того, чищенная она или нет. За килограмм первый гурману придется заплатить до 1500 рублей, а вот нечищенная стоит от 350 до 500 рублей. Какой должен быть цвет, длина луковицы, высота стебля, хорошо знает Зарема Цароева. Мы ее не собираем, мы скупаем у тех ребят, которые собирают. Они привозят нам сюда, сдают мешками, и мы у них скупаем. Очень хорошая, свежая, очень хорошая черемша. У нас она за сутки не остается. Обычно все у нас население любит это. Это дикий чеснок называется. Очень любят они его. И она полезная от гриппа, от всех этих воспалительных. Своего рода панацея от всех болезней. Она содержит витамины А, В1, В2, В6, В9 и С. В Германии, например, черемшу используют при приготовлении салатов, супов, начинок для пирогов. Даже хлеб пекут с черемшой. В ингушской традиционной кухне готовить ее тоже по-разному. Кто-то любит в вареном виде, кто-то в тушеном. Есть любители и жареной. С молоком, конечно, она полезнее, но с маслом любят сейчас больше. Даже в томате они готовят ее. В сезон часто покупаем черемшу. На сливочном масле тушим его и потом молоко добавляем. Очень вкусно бывает. Очень даже. И постоянно, конечно, сезон 2-3 месяца только. И часто кушаем. Нравится нам. Галашки, Алкун, Мужичи, пригородный район. География сбора черемши достаточно обширна, и в зависимости от местности различаются и вкусовые свойства растения. Самая ранняя появляется в горных районах. Рабочий день сборщика дикороса начинается задолго до восхода солнца. Собирать его дело нехитрое, однако трудное. Только в 2022 году в ходе этого процесса в лесу потерялись 5 человек, а годом ранее 6. Граждане, которые планируют посетить тот или иной лесной массив или место для данного мероприятия, сообщали родственникам о планируемом месте, времени посещения и времени выхода с данного места. Также сообщали в близлежащую администрацию, орган местного управления о данной информации. Если это не получилось, хотя бы сообщать в пожарно-спасательные подразделения либо органы внутренних дел. Данные сообщения будут обрабатываться, и данные люди, либо группа лиц будут поставлены на учет, и в случае, если произойдет какое-то чрезвычайное событие, то есть человек не вышел в определенное время, уже заинтересованные органы ведомства будут реагировать. Реагирование будет направлено на спасение граждан. После того, как сборщика поставили на учет, ему выдается справка. Получить ее могут только местные жители с пропиской, а всем остальным дороги к дикому чесноку закрыты. В первую очередь это связано с безопасностью, а ее не гарантируют даже знания лесной карты. В лесу могут поджидать самые непредсказуемые обстоятельства, поэтому у сборщика должно быть все необходимое с собой, а именно спички, средства связи и дополнительные запасы еды и воды. Если гражданин попал в данную ситуацию, необходимо в первую очередь не паниковать, потому что паника, она наоборот усугубляет. Определив сторону света, двигаться в определенном направлении. Также определить, есть ли какие-то естественные либо искусственные объекты, то есть река, если есть, либо есть линии электропередач, либо прислушаться в лесу, может быть, есть близлежащие какие-то звуки по передвижению транспортных средств. Благо, что у нас республика небольшая, и транспортная магистраль находится расположена близко от себя. Можно услышать и звуки и проезжающие автотранспорта, либо железной дороги, либо увидеть линии электропередач. Ежегодно в начале сезона за этим растением отправляется порядка 500 человек. Тем, кто не хочет проходить все эти сложные испытания, достаточно сходить на рынок. Ну а сборщикам черемши необходимо быть осторожным и понимать, даже такое полезное удовольствие, как хонг, не стоит опасных приключений. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.